Друзья, рад вас всех приветствовать. Как мы знаем, у чеченского народа есть некоторые недоброжелатели, назовем их так, враги, которые пропитаны огромной ненавистью ко всему, что имеет так или иначе отношение к чеченскому народу, к Чеченской Республике. Их крайне не устраивает и нервирует тот факт, что регион развивается, факт социально-экономического развития республики, это их все нервирует, и они всячески пытаются воспрепятствовать вот этим вот успехам республики. Они пытаются нарушить мир, спокойствие, стабильность на территории нашей многострадальной земли. И вот они действуют в различных форматах, под различными масками, на различных площадках. Вот, допустим, есть люди, которые якобы представляются правозащитниками и пытаются спровоцировать какие-то негативные настроения внутри народа, представить нашу республику в отрицательном свете перед субъектами страны, перед другими субъектами, перед другими народами. Есть также некоторая часть либеральных медиа, вот это вот бульварная шушера, которые точно так же пытаются создать отрицательный, негативный фон вокруг нашей республики, вбрасывают дезинформацию. Кроме того, есть несколько отщепенцев нашего народа, безродные собаки, которые засели в тех или иных третьих странах, и оттуда тоже, опять же, не в силах смириться с тем, что народ он процветает, развивается, нервируясь вот всеми вот этими вот позитивными процессами в регионе, опять же, пропитанные еще большей ненавистью ко всем нам, ко всему народу Чеченской Республики. Они точно так же пытаются обманывать своих интернет-пользователей, обвиняют руководство республики во всевозможных грехах, пытаются создать ложное. Все вот эти вот команды вот, в совокупности, все вот эти вот категории предателей, провокаторов, они пытаются вот создать какое-то ложное общественное мнение, вводить людей в заблуждение, одним словом. Хотя у чеченского народа у нас есть, как мы всегда говорим, иммунитет от этих бросов, у нас есть прививка от этих провокаций в виде консолидации общества вокруг национального лидера, вокруг идеи, поэтому мы особо не чувствуем вот эти их визги и сопли. Тем не менее, в процессе мониторинга интернет-пространства, в частности, и всего информационного поля, мы натыкаемся на различные аспекты их вот этой вот деструктивной деятельности, их попытки достичь какие-то деструктивные, корыстные свои личные цели, как они отрабатывают свои западные гранты. То есть мы все это видим, и вот в порядке очереди, в меру свободного времени, периодически реагируем на вот эти вот их вбросы и провокации в информационном поле. Сегодня хочу коснуться, значит, как мы отметили, вот этих нескольких отщепенцев, которые говорят на чеченском языке, но кроме того, что они говорят на нашем родном языке, они ничего общего с нашим народом не имеют. Как мы знаем, есть большое количество, есть представители разных национальностей, которые могут говорить на чеченском языке, даже в других странах, и точно так же вот эти вот безродные собаки, они тоже умеют говорить на нашем языке, и на этом вот заканчивается, ничего общего с нами они не имеют. Тем не менее, они обвиняют всех жителей республики. Каким образом? Я вот сейчас вам объясню. Значит, они заявляют, что все, кто так или иначе, все жители в республике, которые так или иначе получают какие-то социальные какие-то выплаты, допустим, заработная плата сотрудников бюджетных организаций, если люди получают, значит, вот это вот денежное довольство, они заявляют, что вот эти жители республики, они являются предателями, поскольку вот получают деньги из федерального центра, что эти жители региона, они, значит, продались, предали и так далее. Все возможные грехи, стереотипы пытаются навесить на этих представителей. Вот, разбирая вот этот кейс, хочу вам привести вот некоторую информацию, которая нам демонстрирует, что эти люди, у них даже не хватит ума, значит, осмыслить то, что они говорят, их просто ими движет вот эта вот ненависть, огонь, ненависть ко всему народу. И вот в этой вот агонии они вбрасывают такого рода, вот, на их взгляд, критику. Так вот, возвращаясь к цифрам, хочу сообщить, что по данным Минэкономразвития Чеченской Республики, численность работников бюджетных учреждений
Чеченской Республики составляет 161 901 человек. По данным отделения Социального фонда Российской Федерации по Чеченской Республике, численность получателей пенсии в регионе по состоянию на 1 июля 2023 года составляет 426 100 человек. Это пенсии по достижению пенсионного возраста, пенсии по инвалидности, по потере кормильца и другие социальные выплаты для различных категорий людей. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты от федерального центра на ребенка от 8 до 17 лет составляет 436 тысяч человек, 436 200 человек. Чувствуете, как растет количество ваших врагов и предателей, судя по вашей позиции, значит, численность получателей ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка 239 056 человек. Численность получателей ежемесячного пособия по безработице 36 316 человек. Всего в совокупности эти категории наших жителей, которые получают так или иначе какие-то финансовые средства от федерального центра. И я хочу здесь отметить, это еще не все льготы, поскольку я разговаривал с руководителем Социального фонда по Чеченской Республике. Это не все льготы мы сейчас перечислили. Но, тем не менее, даже те категории людей, которые мы сейчас перечислили, они в совокупности, их численность составляет 1 299 577 человек. То есть 1 300 000, грубо говоря, без малого. 1 300 000 человек. Это, опять же, не все льготы. То есть весь чеченский народ. Весь чеченский народ, мы, в принципе, понимаем, что эти люди, опять же, что они пропитаны ненавистью ко всему нашему народу, поскольку народ их проклинает, народ их посылает лесом, грубо говоря, народ называет их безродными собаками, отщепенцами, предателями, поэтому это их нервирует, и они объявили такую вражду, у них такая ненависть ко всему нашему народу. Кроме того, их нервирует тот факт, что они по жизни, как говорится, ничего не достигли, то есть из себя ничего не представляют сегодня. Их история, она сбросила, можно сказать, на обочину, как некий биомусор, и это их нервирует. Они выбрасывают такую информацию и говорят своим подписчикам, что весь народ является их врагом. И в данном контексте хочу добавить, да, что для вас, то есть вы считаете весь наш народ своим врагом, это понятно. Но чеченский народ, он не может считать вас, нескольких отщепенцев и безродных собак, как мы отметили, не может считать вас врагами нашего народа, поскольку, чтобы быть врагом чеченского народа, и враг должен быть достойным, как говорится, человек или личность, она должна представлять из себя что-то. Вы как пустое место, единственное, что вы достигли в своей жизни, вы вырвались, нашли это окошко в интернет-пространство, куда выливаете всю эту свою ненависть, всю эту грязь, ложь, дезинформацию. Это ваш максимум, это ваша сущность. Вы живете в этом окошке, и на этом заканчивается, можно сказать, вся ваша жизнь. А чеченский народ, он развивается, он живет, кроме того, что весь народ так или иначе получает те или иные какие-то социальные выплаты. Кроме того, федеральный центр в республике строит школы, строит больницы, дома культуры. Судя по, отталкиваясь от вашей логики, от вашей позиции, получается, люди, которые ходят в больницы за медицинской помощью, люди, которые отправляются в вузы, какие-то школы, учебные учреждения и получают там какие-то знания. То есть они тоже пользуются, получается, какими-то благами от федерального центра. Мы-то это все понимаем, это смешно выглядит. То есть выставляет вас смешными для нас, шутами. Народ, он свой выбор сделал. Исторический выбор в 2003 году под руководством нашего первого президента Ахмада Хаджи Кадырова на референдуме народ сказал свое слово, что мы хотим жить в составе, в правовом поле Российской Федерации, и у нас нет другого пути. А все эти ваши вбросы, они на нас не действуют. Мы, как мы отметили, периодически так в информационном поле
натыкаемся на ваши какие-то сопли, визги. Кроме того, хочу еще один момент интересный, смешной добавить, который вот характеризует вас, кем вы являетесь. То есть даже если сказать, вернее, характеризует тот факт, что вы никем и ничем не являетесь, вы пустое место, вы завистники. Вы во всех своих выступлениях подчеркиваете, говорите, вот там люди, которые работают в каких-то государственных учреждениях, или те, кто не работают, вот они разъезжают на каких-то машинах, строят дома. То есть вы как, не знаю, как подлые какие-то безродные, скажем так, собаки, дворняжки, вы завидуете всему этому. Конечно, мы трудимся, чеченский народ, он учится, развивается, работает, строит дома, значит, ездит на лучших машинах. Да, и Всевышний будет ездить еще на еще лучших машинах, строить еще большие дома, на зло вот таким вот отщепенцам и предателям нашего народа, ненавистникам нашего народа, как вы. Так что, друзья, опять же, посылаем вас лесом, мы будем развиваться и дальше. Так что имейте в виду, что весь чеченский народ, даже те категории, которые мы перечислили, 1 300 000 человек в республике, являются вашими врагами. Да идите вы, будем придерживаться политкорректности каких-то рамок. Так что, друзья, всем желаем удачи. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Периодически будем вот этим вот нашим провокаторам, вот этой шушере разного рода, вот этой швали отвечать, реагировать периодически на вот этот их бросы какой-то ереси, всякой чуши, одним словом. Ахмад Сила.